Артур Халилулов, Татар-Информ. Владимир Владимирович, как мы знаем, БРИКС пройдет в Казани. В связи с этим у меня два вопроса. Во-первых, какое влияние окажет саммит на изменение миропорядка, основанных на так называемых правилах? Ну, прежде всего, западных, как мы понимаем, да? И второй вопрос. Связан ли выбор Казани с тем, что столица Татарстана становится в последнее время неким дипломатическим хабом в отношениях с восточными странами и странами мусульманского мира? Спасибо большое. Да нет, просто это связано с тем, что Татарстан развивается хорошо, а Казань один из наилучших примеров такого развития. Условия созданы хорошие. Значит, и прежний президент, и сегодняшний Минниханов работают хорошо. Мы видим результат. Я помню, я с Митей Шаевичем приезжал, еще мы ходили в дома. Ну, вы знаете, меня тогда что порадовало? Домами это назвать нельзя было. Землянки, на самом деле. Это было в начале 2000-х годов. Землянки, в полном смысле этого слова. Вот так чистенько, мы зашли в дом, там чистенько, все так прибрано, хорошо. Вот у меня до сих пор сохранилось это чувство уважения к людям, которые в таких скромных условиях жили и так все содержали на таком уровне, понимаете? Уровень внутренней культуры народа. Просто, ну, не то, что поражает, но вызывает уважение. Вот в этом проявляется и, думаю, что с этим связано и достаточно уверенное развитие Татарстана, столицы Татарстана, города Казани. Прежде всего с тем, что он в хорошем состоянии, инфраструктура развита. Казань провела ряд крупных международных мероприятий, и спортивных, и общеполитических. Ну, он естественным образом становится центром притяжения. Если вам больше нравится слово хабом, пожалуйста, хабом. Но и Татар многонациональная, многоконфессиональная республика. Выстроены отношения между конфессиями должным образом. Хороший пример для, в принципе, всей страны. И вот с этим связан выбор Казани.